Отрывки из книги «Татар-Рухы. Татарский дух». Выпуск 12, заключительный. Штат Идель-Урал. Казанские татары и их предки за всю свою историю участвовали в создании 7 государственных образований. Великой Болгарии в Прикубани, Дунайской Болгарии, Волжской Булгарии, Казанского ханства. Эти строительные блоки использовались также в создании Золотой Орды и формировании ее западного улуса Московия, из которого потом выросла Российская империя. Но к данной семерке нужно добавить и 8-е государственное образование – штат Идель-Урал, образованный накануне Октябрьской революции 1917 года. Все истинные татарские патриоты хотели добра своему народу, независимости, благополучия, процветания. Однако не зря говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Каждый намеревался идти к этой великой цели своим путем, выбирая собственную стратегию и тактику борьбы, самостоятельно определяя себе союзников и врагов. В России, бывшей тюрьме народов, впервые за 3 долгих века царского мракобесия Голдштейн-Гатароп-Романовых запахло демократией. Воздух свободы пьянил и кружил голову. Как грибы после очистительного дождя стали появляться различные политические партии и движения. Выбирай не хочу. Татары тоже пустились во все тяжкие. Мирсаид Султан Галеев стал коммунистом-большевиком, Гаяс Исхаки – эсером, а Садри Максуди – кадетом. Считалось, что кадеты – конституционно-демократическая партия, отстаивают лишь интересы крупной буржуазии. Но Максуди так не считал. Он наивно верил, что все 30 миллионов российских мусульман как один пойдут вслед за кадетами, истинными демократами. Как же он ошибался? И как потом в этом раскаивался. У татар была и собственная партия Иттифак аль-Муслимин, союз мусульман, созданная еще в 1905 году. Однако официально зарегистрировать ее не удавалось. Внутри национального движения наблюдались разброд и шатание. Как не горько об этом говорить, но нужно признать, Садри Максуди тогда оказался в полном одиночестве, в неком политическом вакууме. Его атаковали свои же татары и слева, и справа. Даже знаменитый уже тогда поэт Габдулла Тукай высмеивал первого президента штата Идель-Урал в своих стихах, как приверженца буржуазной партии кадетов, далекой от истинных нужд простого народа. Единственной публичной трибуной Садриддина Максуди оставалась газета «Вакыт», издаваемая его старшим братом Хади Хазратом. Главным оппонентом Садри Максуди был другой титан свободолюбивой татарской мысли – Гаяс Исхаки. Татары разделились на 2 больших лагеря. Одни называли отцом татарского народа Гаяза Исхаки, вторые, чьи ряды быстро редели – Садри Максуди. Рядом с этими отцами, либеральными демократами и социалистами, стоял еще железный большевик Мирсаид Султан Галиев, а за его спиной пряталась зловещая ухмылка товарища Сталина. Справедливости ради нужно сказать, что Султан Галиев тоже ратовал за Большой Туран, но хотел выстроить его с помощью коммунистов на основе собственной, им самим разработанной идеологии исламского социализма. Коба Сталин, однако, всех перехитрил. Чудесный грузин, вождь и учитель добился таки своего. Разделил не только все братские тюркские народы, но даже башкир и татар, выделив им по куцей автономии. И когда преданный соратник по партии Султан Галиев стал больше не нужен, товарищ Сталин, как врага народа, его расстрелял. Но как бы там ни было, штат Идель-Урал все же существовал.
И первая татарская конституция, канун Асасы, тоже была разработана и принята. Автор основных ее статей – юрист, выпускник Сорбонны Садри Махсуди, будущий советник главы Турецкой республики Ататюрка Кемаля. И этого из истории уже не выкинуть. Текст канун Асасы обсуждался и принимался на заседаниях Национального парламента Милли Меджлис с ноября по декабрь 1917 года. Конституция вступила в силу после ее публикации 16 января, 3 января по новому стилю 1918 года в 5-м номере журнала «Мухтариат». В первой статье канун Асасы Конституции было записано: мусульмане, тюрко-татары внутренней России и Сибири образуют личный союз, нацию. Членами союза состоят мусульмане, тюрко-татары обоего пола вне зависимости от территории ими занимаемой. Да, казанских татар, согласно этого официального документа, именовали тюрко-татары, коим по желанию могли примкнуть и представители других тюркских народов, или создать в будущем Тюркскую Федеративную Республику, ТФР, куда помимо штата Идель-Урал входило бы еще 4 штата – Крым, Туркестан, Казахстан и Кавказ. А это уже пахло возрождением улуса Жучи, который историки назвали Золотой Ордой. Любопытно, что в качестве государственного языка был определен не татарский, а язык тюрки. Это говорит о том, что, согласно тогдашних представлений, все тюркские народы говорили на одном языке, лишь диалекты его были разными. Еще до публикации документа, на начальной стадии его разработки, законопроект за подписью С. Максуди, Муфтия Баруди, Аши Наси и Ше Алкина был направлен в адрес Временного правительства. Предполагалось окончательное утверждение канун Асасы татарской конституции в учредительном собрании, но Великая Октябрьская революция в ноябре 1917 года и захват власти большевиками спутала все карты.